Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Мужская сборная России по гандболу уступила команде Бразилии со счетом 23-25 в матче группового этапа чемпионата мира. Россияне потерпели на этом турнире первое поражение. Ранее они обыграли корейцев, а также сыграли в ничью с сербами и немцами. Команда России занимает третье место в группе, набрав 4 очка в 4 матчах. Вторыми идут немцы с 6 пунктами. В заключительном матче первого группового этапа турнира российские гандболисты сыграют с лидером группы командой Франции, в активе которой 7 очков. Встреча состоится в ночь с 17 на 18 января. Вратарь «Арсенала» Петр Чех объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. Футболист выступал за чешские клубы «Хмел» и «Спарта», французский «Рен», английский «Челси» и «Арсенал». В составе «Челси» Чех стал 4-кратным чемпионом Англии, 4-кратным обладателем Кубка страны, 3-кратным обладателем Кубка Лиги, обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе «Арсенала» голкипер во второй раз в карьере завоевал Суперкубок Англии. Также стражу ворот принадлежит рекорд сборной Чехии по количеству сыгранных матчей. Их в активе Чеха 124. Две шайбы Павла Бучневича помогли его Нью-Йорк Рейнджерсу на своей площадке обыграть Каролину в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6-2. В составе победителей помимо российского форварда дубли оформили Энтони Деанджело и Мика Зибинежад. У Каролины также две шайбы забросил Саку Меяналанен. Рейнджерс занимает 11 место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 46 матчах. Каролина идет на 10-й строчке, имея в своем активе 49 пунктов. В следующем матче 19 января Рейнджерс дома сыграет против Чикаго. Каролина на следующий день примет Оттаву. Московский ЦСКА одержал победу над Магнитогорским Металлургом со счетом 3-0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко, Линдон Вэй и Иван Телегин. ЦСКА одержал третью победу подряд и прервал серию Металлурга из 8 побед к ряду. Армейцы продолжают лидировать в Западной конференции, имея в активе 84 очка после 49 матчей. Магнитогорский клуб занимает 4-е место на Востоке, имея в активе 68 очков после 49 встреч. В следующем матче 17 января ЦСКА дома примет Автомобилист из Екатеринбурга. Металлург в тот же день на выезде встретится с Рижским «Динамо». Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко отметил высокий уровень защиты своего оппонента по финалу Гран-при Беллатор американца Райана Бейдера. Напомню, финальный поединок Емельяненко-Бейдер пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 27 января. На счету 42-летнего россиянина 38 побед и 5 поражений в ММА. В активе 35-летнего Бейдера 26 побед и 5 поражений. Бейдер очень грамотный боец, один из самых молодых в этом гран-при. Он грамотно ведет свой поединок. Что будет в бою, посмотрим. Я понимаю, что он очень хороший борец, по нему очень сложно попасть. Он очень много внимания уделяет своей защите. Посмотрим, как сложится бой, сказал Емельяненко. Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов вышли в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира серии «Большого шлема». Павлюченкова обыграла соперницу из Нидерландов Кики Бертен со счетом 3-6, 6-3, 6-3. В следующем круге россиянка сыграет с Александрой Соснович из Белоруссии. Хачанов в своем матче со счетом 6-3, 6-3, 6-3 одержал победу над японцем Йосихито Нисиокой. Следующим соперником россиянина будет победитель матча между испанцем Роберто Баутисто Агутом и австралийцем Джоном Милманом. Также в рамках второго круга турнира сегодня сыграет Мария Шарапова. Ей будет противостоять Ребекка Петерсон из Швеции. Экипаж российской команды КамАЗ-Мастер под управлением Дмитрия Сотникова стал первым на 8-м этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Россиянин преодолел спецучасток протяженностью 360 километров за 4 часа 38 минут и 6 секунд. Вторым стал белорус Сергей Вязович на МАЗе, третьим голландец Жерар де Рой на Ивеко. Российский экипаж КамАЗ-Мастер под управлением Эдуарда Николаева занял 6-е место. В общем зачете Сотников вышел в лидера. Он опережает идущего вторым Николаева на 26 минут и 49 секунд. Ралли-марафон «Дакар» проходит по территории Перу и завершится 17 января. Меньше месяца остается до старта первых зимних игр «Дети Азии». Силами и мастерством померятся сильнейшие команды мира. Сборную Якутии представят несколько десятков юных спортсменов, и большая часть команды состоит из алданских атлетов. О том, как они готовятся к соревнованиям, расскажут наши коллеги. Совсем скоро состоится главное спортивное событие лыжного сезона. 8 февраля в Южно-Сахалинске стартуют первые международные зимние спортивные игры «Дети Азии». Силами в различных видах спорта поборются сильнейшие команды мира.
подали заявки 20 с лишним стран. Ну и можно отметить сильнейшие вот именно в лыжных дисциплинах. Это Казахстан, это Южная Корея, это Китай, это Япония. Сборную Якутии представят несколько десятков человек. Большинство – алданские спортсмены. Это воспитанники Республиканской школы Олимпийского резерва и жители города. В сборную вошли подростки 2002-2003 годов рождения. Юношей и девушек в команде поровну. Честь республики в Южно-Сахалинске алданцы будут защищать в 4 видах спорта. Сборная прибыла в Южно-Сахалинск почти в полном составе. Так, у лыжных гонщиков учебные тренировки начались с 5 января. 15-го к месту проведения игр прибыли биатлонисты, а 22 января Сахалин примет горнолыжников и сноубордистов. Больше опасения вызывают все виды спорта, потому что нашему региону придется соревноваться не просто со сборными городов, там, да, края или еще, а со сборными федеральных округов. Это довольно-таки серьезная конкуренция. Подготовка к главному событию зимнего сезона началась за 2 года до игр. Всякий раз, выходя на старт на очередных соревнованиях, ребята понимали, что победа – это не только медаль, это вклад в будущее завоевание. Подготовке спортсмены посвящали все свободное время. По словам юных спортсменов, Южно-Сахалинск встретил их хорошо. К приему гостей все готово, и скоро режим свободных тренировок сменит горячая и напряженная пора. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Это были новости спорта. Всего доброго.